Сейчас я прочитаю тебе сказку «Медведь и три сестры». Жил бедный-прибедный человек, и было у него три дочки-красавицы. А в тундре, в Сендухе, жил человек, про которого говорили, что среди людей он был как человек, а в тундре становился белым медведем. И вот этот человек часто приходил в гости к бедняку. Вот однажды приехал гость к бедняку сватать его старшую дочь. Договорились, что старшая дочь выходит замуж за гостя, и увез он девушку в свою юрту. А юрта у него большая, просторная. Подает он жене 12 ключей и говорит: ты можешь ходить во все 12 амбаров, а в 13 не ходи. У которого замочек веревочка завязан, там тебе делать нечего. А если меня не послушаешь, пеняй на себя. Сказал это муж и поехал в Сендуху ставить капканы. Муж уехал, а жена пошла смотреть амбар. Там было много рыбы и мяса. И очень уж ей захотелось пойти посмотреть, что лежит в запретном 13-м амбаре. Подумала она, да и пошла туда. Зашла и видит, стоят две бочки, в одной живая вода, а в другой мертвая. Сунула она палец в одну бочку, и палец стал у нее золотой. Испугалась она, бедная, одеваться ей некуда. Взяла да и завязала палец. Вот через некоторое время муж приезжает и спрашивает: ты ходила в запретный амбар? Она говорит: не ходила. А чего мне там делать? Муж снова ее спрашивает: а зачем ты палец завязала? Она ему отвечает: я лучину щипала и повредила палец. Давай лечить будем, говорит муж. Развязали палец, а он весь в золоте. Посмотрел муж внимательно на жену, догадался, что она ходила в амбар, и съел ее. Все мясо объел, косточки обсосал и за чувал кинул. На другой день поехал муж сватать среднюю дочь бедняка. Старик-то удивился: как же так? Где старшая дочка? А зять отвечает: она плохое дело сделала. Бедный старик понял, что случилось со старшей дочкой. Поплакал, да что делать? Посватал вторую дочь. Привез муж вторую жену в юрту и наказывает, чтобы она в тот 13-й амбар не ходила. Дал ей 12 ключей и уехал в Сендуху. Она пошла смотреть амбары, не вытерпела и тоже зашла в запретный амбар и сунула палец в воду. Он стал весь золотым. Девушка испугалась, мыла палец, никак не могла отмыть. Муж ее тоже съел, а косточки в амбаре сложил. Поехал он свататься к последней дочери бедняка. Люди про нее говорили: она, Марья-то, очень умная и благоразумная. Вот привез муж Марью к себе в юрту и наказывает: не ходи в 13-й амбар. Если меня не послушаешь, то будет с тобой тоже, что и с твоими сестрами. Дал ей 12 ключей, а сам уехал в Сендуху. Как осталась Марья одна, пошла в амбары. Как и сестры, зашла она в запретный амбар, взяла палочку и стала ею водить по воде. Палочка-то вся золотая и стала. Марья ее спрятала. Потом нашла она косточки своих сестер, сложила из них 2 человек, прыснула живой водой один раз, косточки срослись. Прыснула второй, кожа натянулась. 3-й раз прыснула, кровь по телу побежала. А в 4-й прыснула, ожили сестры. Марья их спрятала в большой корзине и обложила едой, чтобы муж не нашел. Приехал хозяин и спрашивает: ходила ты, Марья, в тот амбар? А она ему отвечает: нет, не ходила. Муж видит, руки чистые, амбар стоит закрытый, все хорошо. На завтра, как муж приехал с промысла, Марья говорит мужу: сходил бы ты проведать моих родных? Он и согласился. А Марья дала ему большую корзину, где сестры сидели. Муж взял корзину и пронес. Марья забралась на крышу и кричит ему: по дороге гостинцы не ешь, корзину не смотри. Муж услышал ее и порадовался. Жена у меня ловкая да умелая и все за мной приглядывает. И отвечает ей: не тревожься, довезу все как есть.
Приехал он к отцу, привез ему гостиниц, но заходить не стал, а оставил корзину на пороге и обратно домой поехал. Приезжает, а Марья его и спрашивает, как там родные живут. Муж говорит: я не заходил, на порог кинул гостиниц и домой к тебе поехал. Марья и рада тому. На завтра она говорит мужу: налови много рыбы, надо мне домой родным вчера отправить. Отец-то бедный, сам рыбачить уже не может. Ладно, говорит он ей, завтра я пойду сети ставить, может быть, чего-нибудь и поймаю. На завтра поехал он на реку рыбачить, а Марья стала корзину собирать. Когда муж приехал, она ему и говорит: я завтра рано сама уеду в Сентуху капканы ставить, ты меня не дожидайся, бери эту корзину, моему бедному отцу гостинцы вези, да поскорее сам возвращайся, а то мне скучно будет одной здесь сидеть. Муж обещал все в точности выполнить и пошел спать. Рано утром взял корзину и повез отцу, а Марья-то сама в корзину влезла. Вот муж и отнес ее к отцу, поставил на пороге, а сам быстрее домой поехал. Отец и сестры, как увидели Марью, стали ее обнимать, целовать, и стали они по-старому хорошо жить все вместе. Я у них был, чай пил, они горя-то не замечают, добра наживают. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Спокойной ночи. Глазки закрываем.